Последнее время много говорят о клерикализации общественной жизни, идеологической сферы. По умолчанию под клерикализацией понимается вхождение Русской Православной Церкви во все сферы жизнедеятельности общества. Прежде всего речь идет об образовании, культуре, воспитательном процессе. Мы уже не говорим о том, что РПЦ симфонически сплелось в едином порыве с светской властью. Хотя, согласно Конституции Российской Федерации, наша страна является светским государством. Собственно говоря, мы, будучи людьми верующими, не выступаем против религиозного дискурса. Напротив, мы выступаем за то, чтобы он был реальным, не симулякрным, чтобы он был настоящим. Что это значит? Это значит, что религиозный дискурс, он всеобъемлет и покрывает собой все. Но не так, как это происходит сейчас, когда наряду с чиновником в красном галстуке, так сказать, с красным лицом и бессмысленным взглядом стоит представитель так называемого духовенства, которые говорят примерно одно и то же. Они выражают примерно одни и те же символы, они определяют и проговаривают одни и те же якобы смысловые вопросы. Но в действительности это все посткоммуникация, это все пустое сотрясание воздуха. Совсем недавно муфтий Духовного управления Чувашской Республики и Москвы Альбир, он же Альберт Карганов, например, заявил о том, что закон, который фактически выводит национальные родные языки из системы обязательного преподавания в отрасль факультатива, что все это не так, что люди, которые возмущаются этим, они просто не понимают, что в действительности старый-то закон, он работал в угоду тем, кто навязывал родные языки. Встает недоуменный вопрос, а, собственно говоря, на чьей стороне пинает футбольный мяч господин Карганов? Почему, в отличие от Республики Татарстан, от Чувашской Республики, которую он представляет, от широкой национальной общественности, каким-то образом отваливается он и говорит о том, что этот язык не является запретом на обязательное преподавание родных языков? На чьей же стороне господин Карганов? Ответ лежит на поверхности. Господин Карганов давно находится в той самой симфонии со светской властью, о которой, собственно, мечтают все иерархи церкви, будь то христианской, будь то мусульманской, потому что по церкви мы понимаем более широкое толкование, более широкое понимание жреческое, корпоративное. И, что самое важное, эти все представители клерикального истеблишмента, по крайней мере, они таковыми себя считают, они всегда поддерживают решения и действия властей. Что бы это ни было, господин Карганов неоднократно, я подчеркиваю, неоднократно выступал за фактическое лишение ислама определенных правовых и, значит, компетенций, которые у него были. Он предлагал, например, не преподавать исламские науки в школе. Он говорил о том, что ношение хиджаба в школе это фактическая демонстрация, собственно, религиозной принадлежности и так далее, и так далее. То есть эти тезисы привычно слышать из уст какого-нибудь Силантьева или какого-нибудь диакона Кураева, но ни в коем разе от представителя мусульманско-татарской общественности. К сожалению, такие вещи привычны для него и для тех, кто
находятся на содержании у московских бюрократов. Клерикалы всегда и во всем следуют в фарватере существующей, действующей власти, потому что они образуют как бы вот целостность вот этого вот тиранического подавления тех свобод и прав, которые добиваются простые смертные люди. Если так называемая светская власть является как бы условно правым крылом, то как бы духовная власть является условным левым крылом. Вряд ли, конечно, эти люди читали какого-нибудь Рене Генона, одного из основателей современного традиционализма, который написал свою известную работу, которая стала манифестом для многих как бы эзотерически мыслящих людей, которая называлась «Духовное владычество и мирская власть». Я думаю, после нашего ролика они с удовольствием прочтут и будут доказывать, что вот видите, даже такой мэтр, даже такой гуру эзотерической, философской, традиционалистской мысли говорит о необходимости симфонии, да, если мы берем за основу как бы византийское понимание, соотношение клерикального, да, и так называемого светского. В действительности клерикалы часто узурпируют религиозный импульс. Они говорят от имени той религиозной группы, которую представляют. Но если в христианстве церковь как бы узаконена, она имеет свои, скажем так, основания в учении, да, то в исламе церковь, как бы муфтиятство, это вещь очень условная. Это фактически нововведение, так называемый государственный ислам, который пришел в наше пространство российское через Турцию, когда Екатерина II, понявшая, что невозможно бороться против восстаний мусульман в Поволжье, башкир и татар, она решила применить опыт Турции и возглавить эту борьбу, основав ОДМС, Оренбургское духовное магометанское собрание. Был такой институт указлы муллалар, который переводится как указные муллы, которые находились на службе у императорского дома. Сейчас эта тенденция возвращается. Они также присягают государю, они также присягают правящему истеблишменту, даже невзирая на то, что приходится фактически ущемлять интересы тех, кого они должны представлять. Поэтому заявления Карганова и ему подобных не имеют под собой легитимной силы. Они, собственно говоря, никого не представляют. Общественность, гражданское общество само вправе и в силах представлять самого себя и говорить от самих себя. А те люди, которые идут наперекор позиции общественности и выступают фактически с антиисламских позиций, не имеют никакого права это говорить.